200 участников собрал региональный предпринимательский форум «Бизнес-стратегии». Он прошел в столице Коми в минувшие выходные и был приурочен к столетию региона. Организатор Центр «Мой бизнес» в качестве экспертов пригласил 5 успешных бизнесменов с разных городов России. А те, в свою очередь, поделились со слушателями своими уникальными стратегиями ведения бизнеса. Александр Карепин тоже подчеркнул для себя немало. Почти 500 человек успели зарегистрироваться на бизнес-стратегии. Было бы и больше, если бы не ковидные ограничения. В сам зал, а это театр драмы имени Виктора Савина, смогла прийти лишь половина участников. Остальные смотрели за лекциями бизнес-стратегов онлайн. Так, только в первые полчаса трансляции к экранам прильнуло около 3000 человек. Сейчас у записи более 14 тысяч просмотров. И это неудивительно, ведь экспертами форума стали успешные бизнесмены, которым было что рассказать начинающим. Живу там, где хочу, в центре города и так далее. 23 года. Я думал, что все, я уже самый умный. И тут на тебе кризис. Кто помнит 2008 год? Целых 8 часов живого контента, 5 спикеров. Каждый делится опытом на конкретных примерах собственного бизнеса, ошибках и достижениях. Участники в зале сидели, затаив дыхание. Ведь каждый из них в душе мечтает достичь не меньших высот. Заинтересован начать зарабатывать деньги. Вот интересуюсь вообще бизнесом. Я занимался товарным бизнесом. Ну так, получалось, потом надоело. Сейчас обучаюсь инфопродюсированию. Вот, ищу первых клиентов. Пришел, чтобы найти каких-нибудь экспертов, познакомиться и в дальнейшем посотрудничать. Основатель сети барбершопов Дмитрий Миляев особый акцент в своем выступлении делает на репутацию. Именно она во многом влияет на продажи. Как добиться безупречного имиджа? И что делать, если авторитет утерян? Для всего есть свои инструменты, а безвыходных ситуаций практически не бывает. Если коротко, все мы представляем различные маркетплейсы. Мы знаем такую компанию, как Booking.com, где мы бронируем отели и так далее. И мы все полагаемся на количество звезд, количество оценок и отзывы постояльцев и так далее, потребителей в целом. Если усилить свое внимание на то, чтобы улучшить свою репутацию, то есть количество звезд, количество отзывов, и всячески работать в этом направлении, тем самым вы автоматически увеличите продажи. Это абсолютно взаимосвязанные вещи. А это основатель крупнейшей сети музыкальных школ в России и СНГ Антон Шардаков. Делится с гостями форума пошаговым планом развития от одной точки до международной сети. Сейчас у него 110 школ в России, Беларуси, Украине и Казахстане. Даже в Сыктывкаре по франшизе открыты 2 школы. К слову, сам Антон учился в консерватории, играл на барабанах, а потом превратил дело жизни в бизнес. И, как сам признается, спектр эмоций от его ведения гораздо шире, чем от выступления на сцене. У нас есть определенная такая религия, которую мы проповедуем внутри своей культуры, внутри наших сотрудников, команды, партнеров и так далее. Мы по-настоящему любим поработать. Отвратительно много поработать, и в этом находим определенное счастье, свою реализацию, свое развитие и так далее. И вокруг себя пытаемся сплачивать таких же людей, которым что-то надо, которым хочется идти вперед, в которых есть этот предпринимательский маленький код, которые не способны жить в мирное время, когда типа все хорошо, им начинается скучно. Спикеров организаторы специально подбирали только из действующих предпринимателей, которые развили свой бизнес с нуля до компании, известной на всю страну. И именно они, по мнению Центра «Мой бизнес», имеют полное право поделиться опытом и знаниями с предпринимателями региона. Очень часто инструменты, применяемые бизнесом в стране, очень похожи и очень одинаковые. Поэтому мы надеемся, что эти знания получат наши предприниматели и начнут активнее развивать свое дело в Республике Коми. Это не первый форум, который проводит Республиканский центр «Мой бизнес». Подобные собрания организуют постоянно и по разным направлениям. Цифровизация бизнеса, социальные технологии, бизнес-стратегии и стартапы. Обучающие мероприятия центра проводятся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Александр Карепин, Иван Богомолов, телеканал Юрган.